мы вам скажем несколько слов, а потом закончим. Желательно сядьте вот впереди, в переднем плане. То есть не там, на заднем плане, а в передних рядах все. Соберитесь в передних рядах, все участники. Вот здесь стулья можно поставить? Несколько стульев. Где-то 5-6 стульев в переднем плане, чтобы нас видели. Ну вот здесь сядьте, вот некоторые. Не все там слева от меня. А вот спуститесь вот с задних креслов и в переднем плане все соберитесь вот в передних рядах. Вы слишком вот далеко сидите. Вот там, уважаемые бабушки, матери, все вот в передних рядах все соберитесь, чтобы мы друг друга видели. Ваши глаза, лица. Что-то вас было много, а сейчас стало мало. Ушли, да, некоторые? Уехали, да? Ну, по своим деревням, да? Добрый день, дорогие друзья, можно сказать, уже почти земляки, потому что мы уже сюда, по-моему, приезжаем уже достаточно много раз. Но, как вы прекрасно все знаете, летом мы с вами будем делать самый замечательный праздник Исык-Аланхо, который в Улюкминске пройдет впервые. И я думаю, как говорится, первый и, надеюсь, не последний раз, но, тем не менее, в ближайшие 30 лет точно его не будет. Поэтому для того, чтобы он у нас очень хорошо на высоком организационном, на высоком красивом уровне прошло все, чтобы это было просто сказочное представление, чтобы это был достаточно такой хороший праздник всех и вся, мы должны с вами постараться уже сейчас. Сегодня мы с утра, с 9 утра с коллегами, у меня коллеги еще с 9 утра смотрели, я, к сожалению, немножко с опозданием подъехала. Но, тем не менее, мы увидели достаточно большое количество талантов. Я считаю, что Улюкминская земля не только красива и дает очень хороший урожай пшеницы и картошки, но, тем не менее, тут замечательные люди и очень талантливые люди. Ну, давайте я представлюсь и представлю своих коллег, которые как раз-таки являются командой, которая будет с вами работать напрямую. Меня зовут Турантаева Мария Васильевна, я исполнительный директор театра Аланхо. Мы с Аланхо организуем уже 7-й раз, поэтому, в принципе, когда вот видишь человека и людей, в принципе, да, видишь их настрой, уже начинаешь заранее угадывать и загадывать то, что будет очень хорошее мероприятие. Вот, разрешите познакомить главный режиссер Саха-Аланхо Тараховский Руслан Игоревич. Заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, главный режиссер Саха академического театра имени Платона Алексеевича Юмского. Он тоже, у вас сколько Саха уже было? 3 или 4 Саха он уже организовал, в том числе такие замечательные Сахи, как в Верхоянском районе, Алданском районе, Намском районе. Кроме этого, игры Манчары и так далее. В общем, человек достаточно такой большой
цену популярности в этом как бы, плане имеет, и опытный, и талантливый. Поэтому хорошо, что вы сегодня собрались и как раз-таки показали все, что умеете. Дальше. Изабелла Андреевна Егорова, заслуженная артистка республики Саха-Якутия. Она будет у нас главным хореографом. То есть все ребята, которые сегодня танцевали, все коллективы, которые сегодня имели честь танцевать, вы танцевали специально для нее, ну, грубо говоря, да? Потому что она сейчас будет уже дальше создавать новые композиции благодаря вашему таланту и тому, что вы сегодня видели. Дальше Екатерина Ефимовна Шапошникова, отличной культуры, она будет главным художником всего мероприятия. То есть, каким образом, какие цвета, что будем использовать, что будем строить, как это все будет выглядеть, это будет рук дел Екатерины Ефимовны. Дальше Васена Васильевна Алексеева, сотрудник театра «Ламфо». Она является ассистентом режиссера, помощником главного режиссера вот этого мероприятия. И еще у нас там Григорьева Мария Кимовна. Мария Кимовна, покажите. Главный координатор режиссерско-постановочной группы. И Амбросиева Майя Гавриловна еще где-то здесь была. Она, видимо, вышла. Вот. И начиная с сегодняшнего дня мы даем практически старт подготовки. И 20-21 июня 2020 года, ну здорово звучит, да? 2020 года, 20 числа, мы с вами сделаем самое главное событие этого года. Ну, Саха-Ламфо, как вы знаете, ежегодно оно приобретает очень большую популярность, это во-первых, да, во-вторых, в Алекму соберутся очень много гостей. Даже сегодня, завтра у нас состоятся, завтрашнего дня, точнее, состоится научно-практическая конференция, в котором принять участие приехали из 18 районов нашей республики. Это очень большое количество. И практически весь свет ученого как бы, состава, доктора наук, кандидаты наук, они все прилетели сегодня утром, и завтра, и послезавтра будут с вами вместе и будут как раз-таки заниматься подготовкой к Саха-Ламфо. Вот, сейчас я хочу слово предоставить Руслану Игоревичу, чтобы он уже отметил свои заметки, что он себе заметил. Ну и всем желаю удачи, всем нам крепкого здоровья, крепких нервов. Ну и самое главное, что мы делаем с вами праздник, поэтому мы должны это делать, как говорится, с радостью. Самое главное – это с радостью и с большой любовью и дружбой. Все, спасибо. Ну вот, мы с коллегами посмотрели вас сегодня, и мы рады, что посмотрели. Мы воодушевились тем, что вот сегодня мы посмотрели. То есть вашим талантом, вашей красотой, вашими стараниями. Вы очень ответственно и очень старательно подготовились. Это было видно через ваши лица, ваши движения, через ваше отношение, да, вот, к происходящему делу. Это о многом говорит, о том, что вы мечтаете, о том, что вы в глубине души вот, желаете, чтобы все было красочно, зрелищно, и что вот, вся республика, а может быть даже Россия, вот, запомнила Алекму, ее душу, ее лицо, имидж его алекминский. Да, вот. То, что вот я вот перечислил, это через ваши вот усилия, через ваши старания это все произойдет. То есть вот мы вот режиссерская группа, мы прежде всего ориентируемся, мы прежде всего берем силу от вас, вот, от вашего таланта, от вашего хотения, желания, рвения, да, вот. И поздравляю тем, что у вас вот получилось вот логотип, эмблема, да, вот, очень символичная, лаконичная, так, красивая, вот, желтый свет, зеленый свет и вот синий, да, вот цвет воды, цвет природы зеленый и солнечное, пшеничное, ну, вот цвет желтый. И вот во время просмотра
мы вот с Екатериной Ефимовной отметили, что вот палитра, цветовая палитра вот этого открытия цеха уже намечается, вот, потихоньку контуры ее уже очевидны, уже видны нам. И мы, видя вас, смотря на ваше исполнение, уже приобрели вот примерные очертания открытия. Образ такой, вырисовывается образ такой этого цеха, нарисовался образ. И этот образ очень разнообразный, этот образ очень красочный и несет в себе такие вот разнообразные, такие радужные очертания, радужные, как радуга. Да, вот, то есть синий цвет есть, красный, зеленый, голубой, желтый. И это очень радостно, потому что когда вот делаешь большие мероприятия, вот, масштабные, да, стадионные, свет очень много значит. И Алепминский улус очень вот такой в смысле подхода творческого, да, очень разнообразный. И это нам надо, как постановщикам, использовать вот это. Например, вот если вот делаешь, например, в Верхневилюйском улусе или в Чурапчинском, да, вот, где живут только якуты, да, там видишь, когда мы несколько вот просмотры такие, точно такие же делали вот в этих улусах, и там только вот якутские мотивы были, только якутские мотивы. А вот в Алепминском улусе мы удивились вот такому разнообразию, да, вот, удивились этому. То есть мы увидели вот танец с саблями, да, вот. Я такой танец, честно говоря, впервые вижу. Вот, в своей творческой карьере вот, впервые встречаюсь с таким танцем. И вот молодые ребята, и такие вот высокого роста, так танцевали его, этот танец с саблями. И только вот насчет костюмов надо подумать, посоветоваться с вами насчет костюмов, когда мы полностью обдумаем вот концепцию этого открытия. Тогда мы с вами вот посоветуемся. А потом вдруг начинается вот якутский танец, да, вот, из села Токко. А потом вдруг выходит хор, ямщицкий хор, потомственные ямщики. И начинается вот хоровое акапельное пение, похожее на церковное, хорал такой. А потом вдруг видишь такой якутский танец с чоронами, дети танцевали, вот маленький танец джагэгэ видишь, а потом вдруг эти русские танцы, северные танцы, вот очень разнообразная палитра нарисовалась такая. И это, безусловно, надо использовать, да? Вот вашу уникальность вашу творческую. И думаю, что этот цех будет в смысле вот таким, если посмотреть культуру, такую разнообразную культуру народов, нас соединить, если вот правильно, если нам соединить, то этот цех предчувствуется, что будет очень красочным, зрелищным и такого общероссийского такого масштаба может зазвучать этот цех. Поэтому нам очень отрадно такое вот, но в то же время восстановить, создать такую эклектику нам вот очень ответственно, да, правильно поставить вот это все дело. Такое вот разнообразие культур соединять, это тоже нам надо хорошенько над этим обдумать, хорошенько это надо подумать.
И вот еще хотел сказать, ну вот мы с руководителями вот ансамблей, да, вот вокальных ансамблей, танцевальных ансамблей мы поговорим и с ними посоветуемся. И вот, ну, еще скажем им вот свои видения, свои эти мысли. И, конечно, хорошо, что есть песни. Вот. В этом просмотре есть алёкминские песни, мотивы. Это надо, безусловно, нам всем использовать, вот это дело. Например, вот в Исыке-Лонхо, в Алданском Лусе, мы нашли песню эвенкийскую. Так, такой эвенкийский мотив. Это стало таким неофициальным гимном вот этого алданского Исыка. И мы услышали вот в вашем исполнении вот такие мотивы, которых раньше мы не слышали. И вот это может быть таким визитной карточкой этого Исыка. Вот. Алёкминские песни и ямщицкие песни надо сделать нам, и эвенкийские песни, и другие песни. Вот. Это хорошо, что вот есть такие песни своеобразные, только алёкминские. И мы должны эти песни на республиканский уровень подать. Да. И хорошо, что много мужчин участвовало в этом просмотре. Мужчин у нас всегда дефицит в таких мероприятиях. И, как я уже вам говорил, еще раз это повторю, возрастных ограничений не должно быть. То есть должны участвовать в этом Исыке наши бабушки, дедушки, мамы, папы, сестры, братья, дети, внуки, если есть правнуки еще, да? Так что возрастных ограничений нет. Должно участвовать около 2000 человек, может даже с лишним, да, 2500. Я знаю, что вот здесь в Алёкминском 23 муниципальных образований, да? 23 муниципальных образований и 54, да, населенных пунктов. Вот. Вообще 54 населенных пункта, из них 23 муниципальных образования. И несколько еще деревень, например, по 1000 человек живет. Так что, если мы объединимся, тогда мы можем собрать такое количество людей, если мы правильно все организуем. И мы должны вот этот праздник создать все объединившись. То есть надо объединиться, сгруппироваться и как вот единый организм в сотворчестве работать и вот сделать это мероприятие. То есть не должно быть вот как в басне Крылова, да, щука, рак, лебедь, кто куда. Мы должны работать как единый организм. В сотворчестве должны работать. Вот тогда получится вот то, что я говорил. Многообразно культурное вот, мероприятие, вот, открытие. Вот так. И большое спасибо от режиссерско-постановочной группы, еще раз, что очень ответственно вы отнеслись к этому просмотру. Видно, что вы душой и сердцем болеете за свой Алёкминский улус, за место, в котором вы живете. Видно, что вы любите свою родину, свою Алёкму. Она у вас очень красивая, очень благодатная земля. Поэтому дай нам Бог вот, сделать это мероприятие вот таким зрелищным, красочным, таким душевным, таким возвышенным.
на Олонхо – это прежде всего красота, гармония, добро. Поэтому еще спасибо вам, спасибо и до новых встреч. Да? Еще раз встретимся, увидимся. И желаю вам всем удачи. Здравствуйте. Как меня ранее представили, меня зовут Изабелла Андреевна. Большое вам спасибо за сегодняшний день. Видно, что вы очень сильно готовились. Да, и, безусловно, в культуре раскрывается душа народа, да? И мы сегодня увидели обнажение ваших душ. Ваших душ, насколько вы готовы, насколько вы живете своей культурой, да? И Алекминский район, он является уникальным тем, что здесь живут очень много народностей, да? И, безусловно, этот Исах Олонхо, он нас всех объединит, да? И по результатам Исах Олонхо вы действительно скажете: да, мы алекминцы, да, мы все разные, но мы едины духом, едины любовью к родной земле, да? И ждут нас тяжелые дни. Пожалуйста, готовьтесь, да? Заранее настраивайтесь. И действительно, это событие исторического масштаба для Алекминского улуса. Хорошо? Будем вместе работать, будем дружить и будем общаться дальше. Спасибо. Что я могу добавить? Ну, я с Русланом Игоревичем тоже несколько эсэхов сделала и других больших масштабных мероприятий. Поэтому мы всю дорогу ехали и думали, чем будет отличаться этот эсэх. Именно вот чем он будет, какими красками отличаться, какой формой отличаться. И придумали. А сегодня мы убедились в этом, в том, что вот мы пока ехали и думали об этом, да, что он будет как радуга цветов, радуга народов, радуга танцев и изумительных песен, которые мы сегодня услышали. Спасибо вам большое. Конечно, и костюмы мы шикарные увидели, некоторые, вот я хотела бы отметить ансамбль Потеха, ну, еще вот девочки сидят, еще всех не упомню. Единственное, что, ну вот, что я могу по костюмам добавить, хотя не я буду руководить костюмами, ну, просто для вас, для самих, да. Вот если трудно что-то сделать, чисто вот такое национальное, историческое, то сейчас есть такой стиль боха. Вы его можете смело прибавить вот к тем костюмам, которые мы увидели. Ну, где-то что-то не хватает, типа, где-то еще смело добавлять туда рюшки какие-нибудь, там, кусочки ткани. И этот костюм тоже может заиграть. Вот я так подумала, что для вашего личного использования вот эти костюмы, на которых, казалось бы, чего-то не хватает, можно использовать такой стиль. Он очень модный. Вот. Ну и, наверное, если говорить еще по костюмам, ну, надо это, чтобы полный был костюм. Головной убор, обувь еще добавочно, да? Чтобы было это все смотрелось. Но это будем изучать. Мы сегодня ездили на Тювельге, где это будет проводиться, и просто ахнули от красоты. Просто вот в таком шоке ходили. Настолько там красиво. Такой вид великолепный. Ну, уже есть в голове много чего такого прекрасного. Уже появилось. Сама природа, она такая, зовет, и уже музыка в ней есть. Такие линии, такие красивые. Боже мой, я вам завидую искренне. Спасибо. Ну, дорогие друзья, ребят вижу некоторых впервые, да, и хочу представиться, что директор Национального культурного центра «Гармония» Алена Николаевна Калмыгина. Надеюсь, что вас буду чаще видеть, хотя бы зимой, позволяет дорога. Ну и, конечно же, на эсэхе Олонхо. Я хочу сказать, что, конечно, сегодня на самом деле благодарнее зрителей тем, чем сегодняшняя комиссия. Значит, я еще не слышала
что после каждого вашего номера за спиной звучали «молодцы, молодцы, браво». Ну, а это я понимала, что возникают идеи, значит, у режиссерской группы. Значит, и, конечно же, в связи с карантином сегодня многие руководители сидят и думают: ах, не увидели нас всех. То есть, на самом деле, нас гораздо-гораздо больше. И музыкальная школа, и образование. Мы тоже будем все это видео досылать. Все коллективы с деревень тоже образование у нас получается. Не реализовало сегодня свой потенциал. Ну, как и говорили, значит, что сегодня все переживали, как на нас реагируют и так далее. И хочется сказать, что вы все будете участвовать. И всех берут, со всеми будут работать просто по направлениям. Сейчас, значит, я назначена помощником режиссера этого республиканского СХ «Аланхо». И, конечно же, у меня будет своя команда, она будет состоять из вас, из специалистов культуры и образования. Так что будем работать, поблагодарим. В полном составе приехала режиссерско-постановочная группа. И будем с нетерпением ждать их звонков и команд, что же нам готовить дальше. Вот, что мы хорошо начали, и вот надо бурно закончить, да? И вот встаем все встаем, и когда я говорю «уруй», вы говорите «айхал». «Уруй», «айхал», и я говорю «уруй», «айхал», 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 3 раза заканчивается. «Оломко уйор элехнага уруй!» «Уруй!» «Уруй!» Вот какие бодрые голоса. Молодцы! Спасибо вам. До новых встреч!